У нас сегодня в гостях доктор Сама, который представляет Евразийскую онкологическую службу, такую структуру, которая ходит в благотворительных целях изучать ситуацию в регионах, в стране и в мире. Вот скажите, пожалуйста, доктор, вот вы целую неделю работали в Карачаево-Черкесии, общались с онкологически больными и тем, кто, может быть, подозревает, что у него есть онкология. Какой вывод вы первый делаете? На самом деле в Республике Карачаево-Черкесия создана очень достойная площадка для того, чтобы на современном международном уровне уже за кратчайшие сроки, за год-два, если то отношение, которое есть у доктора Шаманова и доктора Махова, то есть у министра и у главврача, которое я ощутил 2 месяца назад, когда я впервые сюда приехал, и если это сохранится, мы имеем сегодня здесь, в Черкесске, абсолютно современный онкологический диспансер. Да, диспансеры бывают разные, мы знаем. Да? Бывают диспансеры, которые совсем никакие, бывают диспансеры мощные очень. Вот Карачаево-Черкесия, несмотря на небольшое население, этот диспансер реально имеет потенциал за считанные годы еще помочь пациентам не только Карачаево-Черкесии и окрестных регионов, столько инфраструктура позволит. Да, естественно, есть проблемы, не без этого. Вот какие? Озвучьте, пожалуйста. Первое, это самая первая проблема, это кадры. Кадров не хватает, да. Среди тех, которые имеются, я был приятно удивлен. Вот, несколько врачей, которых я уже особо отметил, не буду сейчас занимать ваше время. Мы каждый день после приема и операции обсуждаем с главным врачом, и мы еще будем и с министром тоже вместе обсуждать втроем. Есть определенное количество, на самом деле, очень хороших молодых врачей, которых надо поддерживать, чтобы они дальше усовершенствовали свою квалификацию. Ну вот как доктор, скажите, пожалуйста, вот ваши советы жителям Карачаево-Черкесии. Как вообще вести себя по отношению к своему здоровью, чтобы уже прийти в этот диспансер, который, вы говорите, замечательный, не на 4-й стадии, уже самой последней, а чтобы просто хотя бы в профилактических целях? Когда для человека могут наступить первые звоночки? Тем более в этом году у нас в России программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. Смотрите, уже вот первый день, в понедельник, да, мы вот в воскресенье приехали всей командой, нас 13 человек, и в первый день у нас проходил семинар по онкологии для врачей неонкологических специальностей. И сам министр открывал, и весь день обсуждали вопросы ранней профилактики и ранней диагностики рака. Все-таки терапевт должен первые эти звоночки подавать. Да, терапевты, лор-врачи, дерматологи, акушеры, гинекологи, то есть врачи общей лечебной сети. Так получилось, что в Советском Союзе наша система самой развернутой в мире службы онкологической, в самом деле, вы не поверите, которая была уникальная, работала в советской системе очень эффективно. В нынешних российских реалиях эта система, мягко говоря, немножко нарушена. И не хватает очень сильно общения онкологов с врачами общей лечебной сети. И, соответственно, онкологи... То есть терапевт говорит, что онкологическое заболевание – это не его профиль, до свидания. Ну, понимаете, в чем дело? Это не его ошибка. Так получилось, что мы, когда... Тот же терапевт, когда проходит ординатуру, или уролог, или дерматолог, они достаточно онкологического знания не получают. И, соответственно, нам нужно большую работу провести, чтобы этот разрыв заполнить и хороший диалог наладить с общей лечебной сетью. Сколько времени нужно, чтобы вообще вот в теории, чтобы этот разрыв был сокращен или убрали его? Для того, чтобы этот разрыв сократить, я слежу за всеми процессами у нас, особенно в России, происходящими, потому что у нас основной штаб в Москве, еще один штаб в Европе и третий штаб в Мумбаи, но основной штаб в Москве. Мы, естественно, больше всего следим за российскими, что происходит в России, потому что я в душе простой русский врач, без преувеличения, и я патриот Советского Союза, поэтому остался здесь. И хочу отдать свой долг этой стране, чтобы мой план такой. Благодаря то, что делает Минздрав,
то, что делает Минздрав республики, то, что делают главные врачи адекватные. Слава богу, такие адекватные имеются. Не все чиновники занимаются непонятно чем. А есть еще так называемое гражданское общество, которое не очень активное пока, недостаточно активное. Так получилось, что вот сюда мы приехали с помощью двух ваших общественных организаций. Это Алашар господина Мусы Гзекова и Амшра, это господин Беслан Агрба из Абхазии. С его помощью мы в Абхазии таких проводили уже 2 года подряд. И плюс еще наша некоммерческая организация. Мы ни одну каплю денег не получаем от государства, не просили пока. То есть вы советуете общественным организациям Карачаево-Черкесии заниматься не популизмом, а хотя бы приглашать специалистов? Да, они должны помочь не просто как оппозиционеры выступать. Каждый, то есть бизнес, да, малый бизнес, большой бизнес, средний бизнес, какой угодно. Я просто очень кратко, если дадите 3 минуты, я быстро расскажу нашу историю. Это очень коротко. Когда у меня у самого хирурга-онколога возник рак, и когда у меня возник рецидив, и я вместо покупки жилья все свое состояние отдал и создал первую некоммерческую организацию. И дальше Доктор, привлек простите, своих... что перебиваю. Как вы вылечились? Вот дайте совет, потому что многие думают, слово «рак» слышат и думают, что это очень смертельно. Надо каждый год проверяться, хотя бы 2 дня выделить для ранней диагностики. И эту раннюю диагностику надо сообща онкологи вместе с врачами общей лечебной сети, вместе с помощью общественных организаций наладить этот диалог. И можно сделать, и особенно в такой республике небольшой, это реально легко наладить и стать особым примером для всего постсоветского пространства. Я договорю одну мысль. Когда я начал, я просто в любом вопросе вместо того, чтобы кого-то критиковать, из себя начинаю. Я сказал своим бывшим пациентам, вот я дал вот столько-то. Вот. И у меня есть несколько моих бывших пациентов, каждый на мой 1 рубль добавляет несколько рублей. Вот так мы собираем средства, и на эти средства мы проводим огромное количество хирургических мастер-классов, обучающих курсов, стажировок. Через нас только в одном проекте, базовом курсе по онкологии, летном, 2-недельном, прошли за 8 лет 300 ребят, которые сегодня во всем мире разных ключевых местах сидят. Они все нам помогают, уже пошла цепная реакция. Поэтому, если общественные организации совместно с чиновниками, совместно с правительством, совместно с Минздравом, совместно с руководством тех или иных лечебных учреждений, и просто они вместе, и еще вы, журналисты, можете стать самым крепким мостом между ними всеми. Вот поэтому сегодня прямой эфир мы и сделали, чтобы эти мосты строить. И тогда, реально, к сожалению, в медицине сегодня очень много ревности, очень много друг друга не любят врачи. Серьезно? Есть. Один пациент к другому приходит, другому доктору. Вот эта тема тоже у нас будет. Это особая проблема. Если одна некоммерческая организация очень активно, самостоятельно работает, другой не нравится. Таких проблем тоже море, но человечество несовершенно, понимаете? Ну, давайте сейчас вот вам, мне вот сейчас в режиме реального времени вот пишут наши зрители из Большого Карачаева, школа Хурзук-Карчурт, и говорят, учителя, мы ежегодно проходим медосмотр в Карачаевской райбольнице. И вот там иногда врачи говорят, особенно женщинам старшего поколения, ой, вы рожать не будете, зачем вам гинеколог нужен и все такое. Иногда за 200 рублей ставят эту печать. Да. И вот одна из учительниц заболела. Она сейчас в Москве находится, и вот она говорит, получается, каждый год инвестировала по 200 рублей в том, чтобы заболеть онкологией. Вот вы можете сейчас... Онкология, онкологическим заболеванием. Да, онкологическим заболеванием. Вот теперь скажите, пожалуйста, насколько внимательно надо быть и требовать от своего терапевта все-таки онкологический скрининг делать и выявлять на ранних этапах все эти болезни? Смотрите. Когда врач предлагает за 200 рублей не залазить на гинекологическое кресло, нужно ли соглашаться? Очень многие слово скрининг неправильно употребляют. Скрининг – это слово очень дорогое. Почему Всемирная организация все регламентирует? Потому что поголовный скрининг – это очень дорогое занятие. У Советского Союза было одно из самых правильных вещей, так называемая диспансеризация. Если эта диспансеризация проходила качественно и не абы как, да. там все путем. Понимаете? Извините, что за такой совсем простой русский язык. Но если
вкладывать огромные деньги в скрининг, а мы еще пропустим огромное количество редко возникающих онкологических заболеваний. Поэтому вместо этого нам нужно, то есть вместо того, чтобы обвинять терапевтов, общих гинекологов, да, их надо всех обучать. И у нас будет, у Евразийской Федерации онкологии, это не одна организация, у нас серия организаций в разных странах, они все в связке работают. И следующий проект, один из следующих проектов, один это большой диагностический, то есть нейтральная референс-лаборатория, некоммерческая, которая будет за деньги, но за разумные деньги будет помогать качественной, самой современной диагностике рака. Это первое. Второе, у нас еще планируется запуск большого международного образовательного проекта. Это де-факто будет Международная академия постдипломного Ну образования. вот, доктор Самол, вот скажите, пожалуйста, простой крестьянин, который работает в ауле, там, в Альтаркач, Хурзук и так далее, куда он в первую очередь должен обратиться, если у него самосознание достаточно развито, чтобы просто на ранних этапах выявить проблемы со здоровьем? До Евразийского форума вашего еще далеко. Ну, смотрите, если мы будем вместе работать, если то отношение, которого я ощутил при первом приезде, и то, чего ощущаю сейчас, и в том числе с вашей стороны, от журналистов, мы можем очень большое дело делать совместно. Нам нужно запустить большой, очень структурированный образовательный проект, многогранный. В этом у нас есть колоссальный еще опыт. То есть сейчас вашему приезду мы должны быть благодарны лидерам абазинского народа и лидерам карачаевского, черкесского, нагайского и других народов сказать, давайте меньше болтать и в аулы привозите онкологов. Не просто онкологов, понимаете, мы должны сесть вместе с врачами разных специальностей, обсудить все. Я ни в коем случае не хочу говорить, что онкологи должны там прописать и диктовать другим. Это самое неправильное. Мы должны именно на равных общаться. И у нас есть серьезнейшая проблема у онкологических учреждений, которую тоже надо учесть. Какая? Когда онкологический пациент находится в онкологическом учреждении, извините, у него бывает сердечно-сосудистые заболевания, неврологические заболевания, да и элементарно стоматологи. К стоматологу пациент приходит, И даже психологи нужны. да, и психологи это само по себе, это однозначно, да. Стоматологи боятся этих пациентов, и Почему? они больше всего, например, вот то, что один из первых вопросов, который главный врач Зубер Махов мне задал, чтобы мы помогли наладить службу онкологии головы и шеи. Слава Богу, там есть два молодых врача, которых мы поможем. Я сам лично буду приезжать регулярно и помогать. Я буду им ассистировать, их обучать конкретным операциям, не только я. Спасибо. И тут добавлю, просто эти все специалисты, помимо этого, еще я не будет как бы полноценным, если не скажу про патологов. Патологи – это цитологи и гистологи, и сегодня еще молекулярные биологи и генетики. Они должны в одной связке работать. Уже пришло время, когда мы должны из гистологов обучить цитологов, потому что там полная неразбериха. Первичная диагностика Ну, рака доктор Самал, начинается... вы совершенно правильно все сейчас говорите, но вот сейчас какой-нибудь Мустафа из аула слушает про цистологию, гистологию, он даже не понимает, о чем речь. Да. Куда ему в первую очередь обратиться, чтобы сдать какой-нибудь анализ и понять, у него проблемы есть или нет? Смотрите, самое главное, к сожалению, пока ему нужно прийти к районному врачу общей практики. И сдать хотя бы кал, чтобы проверить, кишечник есть проблемы? Кал проверить, просто пройти лор-врача, стоматолога, общего хирурга, терапевта. Не только онкологические заболевания надо искать. У нас, если вы заметите, у нас даже вот в моем бэдже, вот смотрите, написано «Неделя ранней диагностики Евразийской Федерации онкологии». Слово «рак» мы убрали. Почему? У нас первая фильтрация проводят 3 врача общей практики. Потому что вытащить условно здорового человека к врачу – это не так просто. Когда нам нужно создать такую систему для всего населения, когда человек планирует 2 дня или 3 дня максимум в году, когда он приходит, один раз пришел, минимальный объем анализов и там рентген грудной клетки или КТ грудной клетки все прошел, и
Второй раз пришел уже на консультацию. Они посмотрели, уже третий раз он приходит, только если что-то нашли. Понимаете? Такую дисциплину мы должны внедрить, сообща всем обществом. Но сколько времени нужно, чтобы это все внедрилось? Вот. Я вам говорю, если... 10, 5 лет, 2 года. Если мы ближайшие, вот, например, из сегодняшнего дня мы договоримся с министром Шамановым и с главврачом Маховым, и сядем, и привлечем других специалистов, которые тут находятся. Я готов сколько угодно приезжать в выходные дни особенно, если надо, и готов совещаться и дистанционно, и реально, и привлеку еще дополнительно иностранных экспертов. Не только и ключевых российских, естественно, само по себе. И мы в рамках, то есть совместно проработаем план обучения, утвердим с вами, и далее в течение максимум 2-3 лет мы можем сказать, что максимум 3 года пройдет после начала запуска вот этого проекта образовательного. Да. Мы можем сказать, что мы реально образцовый регион не только в Российской Федерации. Ну, давайте вот образцовому региону не только в Российской Федерации, вот учительницам, особенно пожилым, которым даже гинекологи говорят, зачем, ты и так рожать не будешь, и давай штампик поставлю. Стоит требовать от гинеколога осмотра? Вот обратитесь, простой вот при пенсионерке. Руслан, обязательно. Извиняюсь, доктор Сом. Вот иногда эта процедура может происходить не так. Иногда может прийти пациент, нет, это во время осмотра. И просто попросить доктора, поставь. Это все, вы знаете, это зависит на совести врача и пациента. На сегодняшний день ответственным за здоровье пациентов, конечно, являются врачи. Но большую ответственность за свое здоровье каждый из нас должен нести. Да. Вот в первую очередь каждый из нас должен быть себе другом, любить себя должен. И нести ответственность за свое здоровье. Если ему врач предложил, вот как вы говорите, там в одном из районов Карачаево-Черкесии, поставить печать, да бежать надо от этого врача, прийти в кабинет главврача, не прятаясь за какими-нибудь непонятными никами и писать где-то, а прийти в кабинет главврача любого медицинского учреждения, попросить главврача, чтобы он позвал этого врача к себе в кабинет, и при этом и сразу обозначить ту проблему, которая есть в том или ином лечебном учреждении. Если эта мера не будет действенна, вот на сегодняшний день Министерство здравоохранения 5 рабочих дней мы ведем прием. У нас прием раньше был вторник, четверг, на сегодняшний день все дни недели мы принимаем граждан республики. Можно одну фразу? На самом деле, знаете, самая основная проблема – это обратная ситуация. Большинство людей приходят, говорят врачу, вы знаете, у меня все хорошо, подпишите, пожалуйста. Понимаете, это чаще происходит. И вот там врач должен сказать, что извините, просто я не подпишу. Я осмотр сделаю, тогда подпишу. Вы понимаете? Поэтому вот первое, то, что вы сказали, да, это может быть, но редкость. И надо понять одно. Абсолютное большинство онкологических заболеваний на ранних стадиях никакого симптома не проявляют. Когда симптоматика появляется, это уже поздно. Чаще всего это поздно. Да, бывает, некоторые там с огромным животом приходит женщина с раком яичников. Вот, например, вот наш профессор Нечушкина Валентина Михайловна во вторник делала 8-часовую операцию здесь. Черкеске. Первично, вернее, там было 3 курса химиотерапии, но потом циторедукцию. По-хорошему надо было уже на первом этапе, это большую операцию надо делать. Этих пациенток реально можно вылечить. На 3-й стадии можно вылечить. Но не каждый рак излечим 3-й, 4-й стадии.